Проведение высокотехнологичных операций ведущими российскими специалистами, по словам кыргызских врачей, даст возможность внедрить их в Национальном центре онкологии и гематологии, а также других хирургических клиниках страны. Кроме профильного центра, встреча была организована Кыргызской государственной медакадемией и Международной высшей школой медицины. Лечение с привлечением высокотехнологичных оборудования, методик является сейчас приоритетным направлением. На этой конференции мы выбрали наиболее сложные локализации, где хирургическое вмешательство требует высокого профессионализма, высокого владения хирургической техникой и, конечно же, клинического опыта. При проведении высокотехнологичных операций на сердце с подключением искусственного кровообращения онкологии, по словам Рябова, за плечами которого более 1000 торакоскопических операций, не могут обойтись без помощи коллег-кардиохирургов. Новые рентген-хирургические технологии, с помощью которых сегодня можно проводить оперативные вмешательства, невозможные прежде. Во второй день конференции запланированы мастер-классы проведения хирургических операций сложных онкологических пациентов. Новейших технологий являются мини-инвазивные вмешательства. Это вмешательства, которые сопряжены с меньшей травмой для наших пациентов. Но чаще всего эти технологии используются при небольших опухолевых новообразованиях. И сегодня уже есть для этого материально-техническая база в Кыргызстане. Еще вчера этого не было. Сейчас такие возможности уже есть, и они развиваются. Я знаю, что коллеги в Кыргызстане такие операции уже начинают выполнять. Инновационные методы для оказания эффективной помощи онкобольным, современные подходы в хирургии поджелудочной железы, обширные резекции печени при очаговых поражениях, 1000 торакоскопических анатомических резекций легкого, трансплантационные технологии при резекциях печени и стратегии лечения, пределы и безопасность, новейшие достижения. Будут выполнены несколько операций, и цель их будет продемонстрировать молодым хирургам, молодым онкологам те достижения, которые удалось собрать, удалось приумножить. У нас достаточно часто бывают пациенты из Кыргызстана, те, которые являются наиболее сложными и которым оказать помощь на сегодняшний день пока нельзя. Но для того, чтобы расширить возможности кыргызских хирургов и онкологов, мы здесь. Каждый день в Кыргызстане страшный диагноз онкология подтверждается у 15 человек. Ежегодно, по данным Нацстаткома, регистрируется около 5500 новых случаев. Сегодня в Бишкеке начала работу международная научно-практическая конференция «Инновационная хирургия в онкологии» с участием ведущих хирургов и онкологов Кыргызстана и Российской Федерации.